горизонтов, но в основном это были перемешанные слои, видимо, момента разрушения храма в 1936 году, но в нижних слоях нам удалось зафиксировать нетронутые, не переотложенные горизонты, и в них были обнаружены погребения. Мы обнаружили около 11 погребений, 4 из них мы скрыли в 2013 году. Вот. Обо всем этом подробно там рассказано. И таким образом, вот своими исследованиями мы только как бы притронулись к археологической истории этого места. Конечно, нужно расширить эти раскопки, докопать, во-первых, тот раскоп и расширить его по площади, чтобы обнаружить и стены, и основания собора. Кроме этих погребений у нас были находки разных эпох. И самое, для нас интересно не только сам Николаевский собор, для нас, для археологов, не только история, связанная с Марией Шествиной, но нам также интересны и самые древние, начальные страницы истории города. Так вот, среди материалов были материалы и 15 века, и 14 века. Мы обнаружили квадратный кирпич Плинфа, который датируется предварительно 14 веком, керамический комплекс, сосуды с орнаментом, которые позволяют нам тоже об этом говорить. То есть Чебоксары имеют еще более древние страницы археологические. В этой же книге мы разместили материалы, общую характеристику раскопа 2017 года. Вы, наверное, слышали, да, по новостям, что в этом году в сквере тоже были строительные работы, и мы уже подключились в момент, когда они начались, и тем не менее нам удалось своими раскопками зафиксировать восточную границу Николаевского собора, вероятно, уже собора, не самого монастыря. Монастырь, скорее всего, занимал большую территорию, возможно, всю территорию сквера Константина Иванова. Следы деревянной ограды, каменной ограды и ряды монашеских келей. И многочисленные следы пожарищ, все это было в наших раскопах. И часть материала из этих раскопок вот на этой выставке можете сегодня посмотреть. Андрей Зарубин тщательно все подобрал, представил, вот, можно ознакомиться. И в заключение этой книги у нас есть такая глава, которая рассказывает вкратце историю, подходы к этой теме историков, археологов, какие статьи когда публиковались, как это все складывалось. И в заключение у нас есть такая глава, где мы рассказываем и о приезде Марии Владимировны Романовой в 2013 году, которая посетила наш раскоп и которая проявила интерес к этой теме и участие сотрудники ее канцелярии, вот, и о разных интересных деталях, связанных с организацией этой книги. Вот такая книга. Мы сегодня ее принесли, ее можно купить. Вот библиотекарь ее продает, 260 рублей. Кто захочет, можете в нашей библиотеке, в институте с ней ознакомиться поближе. Он есть, да? Бритвин еще. Нет, его здесь нет. Антонина Ильич, может, вы скажете? Готовил заслуженный художник России и Чувашии Бритвин Виктор Глебович, замечательный художник наш, который востребован очень, он для московских издательств очень много работает. Но и отозвался, конечно, и на нашу просьбу, на вашу просьбу, и работал самым серьезным образом, и поэтому мы получили новую картину. Как раз здесь встреча Марии Шестовой, игуменом Ионики. И то есть такая сюжетная картина, которая вот дает нам какое-то очень яркое представление. Специально нарисовано для этого. Да, специально. Так что вот Тоже Бритвин. И, конечно, здесь уже и обложка несколько иная.
близкое к первому изданию. Здесь фрагменты этой картины в черно-белом варианте, тоже очень эффектно. Ну и здесь уже вошли фрагменты фотографий старых и рисунков, что, конечно, тоже обогатило обложку нашу. Да, она богатая. В раскопках, в создании этой книги, вот Андрей Молоков, скульптор, кто помнит, была песчаная скульптура в 2013 году, помните, на месте раскопа? Андрей буквально за один день создал эту скульптуру из песка. То есть она без клея, без ничего, просто вот стромбовали вот такой песок, и он вот вырезал этот образ, это было тоже, он это делал бесплатно, на как бы вот таком творческом порыве. Ему тоже понравилась эта идея, он подключился. Вот здесь Андрей Геннадьевич Берман находится, он был рецензентом этой книги. Андрей Геннадьевич, скажите тоже два слова?